Декабрь уже начался, пора и начинать приготовление к тому продолжительному веселью, что дает нам заряд на весь год. Да, можно уже говорить о приближении Нового года. А почему нет? Сегодня пятница, впереди выходные, они вполне сгодятся для того, чтобы развесить гирлянды, например. Впрочем, мы не настаиваем. Как вы проведете уикенд, конечно же, ваше дело. Но в ближайшие полчаса предлагаем вам нашу компанию. В эфире «Студия 11». Яркие и полезные, что добавить в предновогодний рацион. Бросок на точность. В Сыктывкаре проходят соревнования по боча. О своих двоих. Почему стоит делать массаж стоп? К слову о подготовке к празднику. Новогоднюю ель для главной площади республики нашли в Ясноге, и доставить ее в столицу должны были уже сегодня ночью. Ель возвысится над Ледовым городком на 20 метров. Ну а нам, настраиваясь на грядущие праздники, не стоит забывать про иммунитет. И тут не обойтись без фруктов. При правильном употреблении они превосходный источник витаминов и микроэлементов. К примеру, стоит обратить внимание на банан. Во время завтрака можно съедать один плод с кашей или творогом. Содержащие много калия, бананы поддерживают работу сердечно-сосудистой системы. Также они положительно влияют на нормализацию артериального давления. Еще один яркий и полезный красавчик – грейпфрут. Также хорошо вписывается в завтрак, дополняемый кашей, творогом или йогуртом. Он дает организму витамин С, калий, клетчатку, что позитивно сказывается на метаболизме. Среди компонентов завтрака могут быть киви и яблоки. Эти фрукты улучшают состояние кишечной микрофлоры, помогают контролировать уровни сахара и холестерина. Однако употреблять все фрукты следует, учитывая особенности организма. Не забывайте об этом. Боча – паралимпийский вид спорта. Эта спортивная игра на точность принадлежит к семье игр с мячом и уходит корнями в Римскую империю. Впервые она была включена в программу 7-х Паралимпийских летних игр 1984 года. Сегодня идут соревнования по боче среди студентов с ограниченными возможностями здоровья Сыктывкарского политехнического техникума. Они приурочены к Международному дню инвалидов, который отмечают ежегодно 3 декабря. В студии 11 у нас Александр Коротков, руководитель физического воспитания Сыктывкарского политехнического техникума, и Савелий Тюрнин, студент 2-го курса, который в прошлом году стал победителем по этому виду спорта. Александр Владимирович, Савелий, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами пообщаемся про эту необычную игру. Немногие с ней знакомы, но для начала хочется узнать про соревнования, подробности. Сколько участников вообще планируется? Соревнования будут проводиться 2 декабря на базе Сыктывкарского политехнического техникума. Это наши пробные соревнования. Мы их устраиваем первый раз. Ожидается, планируется 25-30 участников. Вообще, я так понимаю, интерес к этому виду спорта в вашем заведении довольно высокий. Да, дети интересуются, студенты интересуются. На нашей базе создан в 2021 году ресурсный учебно-методический центр для студентов с ограниченными возможностями здоровья. В рамках работы этого центра было закуплено несколько комплектов для игры боча. А кто-то из других районов, муниципалитетов республики приедет к вам? На этот турнир нет, но в будущем планируете? Планируем, да. Давайте тогда нашим телезрителям расскажем, как же играть в бочу. Что для этого нужно и какие условия необходимо соблюсти игрокам? Самое главное для игры боча – это комплект, который состоит из 6 мячей синего цвета и 6 мячей красного цвета. Главный мяч – это джекбол, белый мяч. Да. Должна быть площадка определенных размеров, 12,5 на 6 метров. Она позволяет сделать 6 дорожек. Одновременно может играть 12 человек. Правила очень простые. Ставится джекбол, и участники должны бросить мяч по 6 раз. Это называется один энд. Мяч довольно такой увесистый, тяжелый. Да. Каждый энд заканчивается подсчетом очков. Очки даются за те мячи, которые ближе к белому шарику, к джекболу. Если 2 мяча синих ближе к джекболу, чем красным, значит счет 2-0.
И так по итогам 4 эндов будет общий счет игры. Интересно, интересно, увлекательно. Игры проводятся как личные, так и парные 2 на 2, так и командные 3 на 3. Савелий, вот расскажи, какой вид игры тебе больше по душе? Ну, 1 на 1. Как давно вообще ты уже увлекаешься бочей, играешь? Ну, вот, когда соревнования были первый раз, вот, тогда я познакомился с этим видом спорта и увлекся. Что тебе в нем нравится? То, что, как бы, разнообразие в правилах большое, и, как бы, в азарт быстро входишь. Сначала, так как правило, много и первый раз играешь, очень затрудняешься и не сразу понимаешь, что вообще надо делать, а потом, когда уже понимаешь, в азарт входишь, тебе начинает нравиться и с удовольствием играешь. Наверняка с появлением бочи в твоей жизни появились еще и новые знакомства. Да, появились. Получается, с другого курса меня похвалили, тоже общался с ними. Тоже вот хорошо играют. И у вас есть своя какая-то команда? Нет, так просто пообщались, подружились немного, да и все. Ну, вообще тренировки бочи проходят тоже на базе техникума. Да, каждую неделю по пятницам есть возможность у студентов поиграть. Здорово. Ну, конечно, хочется пожелать удачи всем участникам на первых таких крупных соревнованиях по боче, чтобы у всех все получилось и, конечно, чтобы возрастал интерес у других спортсменов, да, у других людей к этому виду спорта. Спасибо, что пришли, благодарим и удачи вам. Приходите к нам на соревнования. В конце дня хочется немного расслабиться, особенно если провел этот день на ногах. Стоит обратить внимание на такую приятную процедуру, как массаж стоп. И здесь 2 варианта. Сделать его самому или же попросить близкого человека. В любом случае эффект будет положительным. На стопах расположены рефлекторные участки, которые отвечают за работу систем организма и функции разных органов. Поэтому их массаж окажет благотворное воздействие на весь организм. Снизится уровень тревожности, наступит эмоциональное расслабление. Начнут вырабатываться гормоны удовольствия, эндорфины. А теперь несколько советов от специалиста о том, как правильно подойти к этой приятной процедуре. В конце рабочего дня наши ножки устают. И чтобы предотвратить это неприятное явление, можно сделать дома самомассаж ножек. Садимся поудобнее на диване. Наносим любой крем или масло, которое у вас есть дома, легкими втирающими движениями. Нанести необходимо будет на всю поверхность стопы. После того, как вы нанесли крем, необходимо будет большим пальцем руки, втирающими и глубокими движениями нажимать на необходимые акупунктурные точки. На нашей стопе их очень много, и они отвечают за здоровье нашего тела в целом. Например, вот проекция вот этой точки отвечает за работу нашего желудка. Нажимаем сильно в течение 3-5 секунд. Далее точка, отвечающая за работу нашего кишечника. Если вы почувствуете резкую боль, то нужно делать выводы, что ваш кишечник не совсем в порядке. Проекция нашей пятки – это мочеполовая система. В центре пятки нажимаем тоже сильным движением. Чтобы снять спазм и боль, мы немножко погладим нашу стопу и перейдем на зону позвоночника. Здесь необходимо будет сильными втирающими движениями прогреть эту зону. У многих большой палец завален, то есть из-за неправильной обуви. И этот завал носит болезненный характер. Чтобы избежать этого, необходимо второй палец засунуть между 2 пальцами, а большим пальцем держать и сильно натянуть. Нужно будет потерпеть 5-8 секунд. Затем большой пальчик мы укладываем на стопу, тоже сильно. После в обратную сторону. И эти движения можно повторить 3-5 раз. У основания большого пальца у нас находится акупунктурная точка головного мозга. Погладьте ее. И таким же образом можно пройтись по всем нашим пальчикам. Если услышите характерный щелчок, это нормально. Значит, ваш суставчик вернулся на место. Далее, когда все пальчики будут отработаны, можно их немножечко погладить, чтобы снять напряжение. И не забываем про тыльную сторону нашей стопы. Тут нужно строго подниматься вверх, то есть снизу вверх, все движения. После того, как наша стопа полностью отработана, мы поднимаемся на икроножную зону.
Такими движениями мы снимаем спазм и напряжение вен, улучшаем лимфатический отток и в целом снимаем отеки. Весь наш массаж занимает 5-10 минут. Обязательно балуйте свои ножки после рабочего дня и не забывайте, что здоровье наших ножек – это здоровье всего тела. И вот мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только присоединился к нам. Впереди 10 минут интересной и полезной информации. Поехали! Удар, еще удар. В столице Коми проходит чемпионат по боксу. Путь созидания. Батюшка, который поднимает деревню. Искать до последнего. О результатах работы наших поисковиков. В эти дни столица Коми стала местом проведения чемпионата и первенства города по боксу. Соревнования посвящены мастеру спорта СССР Николаю Геннадьевичу Кипяткову. О том, как сражаются боксеры, сколько их собралось на турнире, а также многое другое, узнал наш коллега Северин Арпа. Эдуард, скажите, как можно описать эти соревнования, чемпионаты первенства Сыктывкара по боксу? Насколько они серьезны и значимы для столичных боксеров? Для нас, для города, чемпионат и первенство города, это является такой ключевой, ключевым моментом, когда идет отбор в сборную города. Чемпионат и первенство, это означает, что идут все возраста по всем весовым категориям. Сколько участников заявилось на эти соревнования? На сегодняшний момент чуть больше 80 человек, потому что ребята возвращались с других турниров, соревнований, и у некоторых нет возможности поучаствовать в этом чемпионате и первенстве. У нас правило, как минимум 2 недели спортсмен должен отдохнуть, восстановиться. Да. Что можно сказать вообще об уровне сыктывкарских боксеров? Уровень хороший. То есть у нас школа-то сильная? У нас хорошие школы, есть и клубы боксерские, откуда ребята тоже приходят и выступают на ринге здесь. А дальше победители этих соревнований, что будет с ними? Проходит отбор. Ребята, после того, как формируется команда города, ребята уже едут, допустим, на республиканские соревнования, и уже тренерам понятно, кого можно отправлять. То есть кто стал первым на чемпионате, тот едет вторым, то есть сильнейшие будут. То есть потом есть шанс, что кто-то из наших ребят сыктывкарцев попадет в сборную республики, да? Потом они попадают в сборную республики, и дальше, в том числе они ездят и по России. В последнее время довольно много, часто слышится, что проводятся боксерские соревнования разного уровня. То есть можно говорить, что бокс у нас сейчас так развивается, что ли, поддерживается? Бокс развивается довольно-таки неплохо. Даже по сравнению с тем, что начинали в 2015 году, и то, что сейчас, у нас, наверное, количество занимающихся боксом увеличилось раза в 4. Ну что, желаем хороших, интересных схваток и надеемся, что достойные ребята найдут себя на этих соревнованиях. Да, ребята достойные. Все, спасибо. Путь созидания – это нелегкий выбор, и если ты решил идти по нему, будь готов к трудностям. Но это никогда не пугало иеромонаха Иннокентия. За его плечами десятки восстановленных храмов. Прямо сейчас отправляемся в село Черныш Приузского района, чтобы узнать подробности удивительной истории. За 20 лет иеромонах Иннокентий восстановил и построил более 10 церквей. А сейчас в селе Черныш Прилузского района вместе с помощниками обустраивает странноприимный дом. А еще на приходе завели корову, за которой батюшка сам ухаживает, кормит и доит. И всех угощает молоком. Раньше в каждом хозяйстве был скот. Каждое хозяйство держало корову.
И у нас было 3 деревни, и по 3 деревням у каждого было стадо свое. Ходили по всей деревне. Я тоже, наверное, лет 19 держала корову. Родители мои постоянно держали корову. Я сама проработала 10 лет в сельском хозяйстве. Батюшка говорит: вот, Александра Егоровна, вот у меня такая идея, я хочу вот завести бы корову. Вот у нас и луза появилась. Он все сам делает, все сам доит, кормит. Но когда, вот, например, когда ему совсем некогда, приглашает нас, и мы не отказываемся, что, как можем, помогаем ему. Внучки у меня приезжают летом, они тоже сюда влились, как будто со мной и ходят, и стараются, и постоянно, и на двор церковный ходят, очень любят животных. Молодец, хорошая, да. Да. Наш батюшка, он пример прямо показывает всеми своими действиями, что в деревне нужно даже скотину держать и жить более, скажем, свое молоко, свое вот это он, то, что мы сейчас забыли, он возобновляет, что вот так живите, это пример. И вот это хозяйство, оно тоже сплачивает. Вот мы ходим, а детишки приходят с каким удовольствием, смотрят на них, вот летом приезжают, внуки все равно приезжают, хоть уже мало у нас тут людей, но приезжают. И несут вот осенью мелкую морковку, мелкую картошку. Кто что. То кабачки, то там скотинки несут все. Завтра, 3 декабря, в России отмечается важная дата – День неизвестного солдата в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Ежегодно десятки поисковых отрядов выезжают на места боев, чтобы поднять останки наших бойцов времен Великой Отечественной войны. Среди них поисковик Юлия Сташова. Вы поисковик со стажем 20 лет, это совсем не маленький срок. Расскажите, с чего это началось? Я была еще совсем юным ребенком, школьницей, ученицей Обиачевской школы. Моя старшая сестра, поступив в Коми государственный педагогический институт, выехала в свою первую поисковую экспедицию, приехала, рассказала о ней. И эта идея меня очень вдохновила, после чего я с ней же, в составе нашего первого Коми-республиканского поискового отряда «Северная звезда» выехала в свою первую поисковую экспедицию в августе 2004 года. Выехали мы в Новгородскую область, Старорусский район, в урочище Сутоки. То есть закрутилось, завертелось. А если вообще говорить о географии поисков, какие, как правило, это районы? Это и Ленинградская область, и Новгородская область, и Мурманск выезжали, и Смоленск выезжали. А сейчас, весной этого года, мы даже выехали в Республику Беларусь. Для чего? У нас состоялась такая международная вахта памяти, в которой мы приняли участие, опять же, приняли представители отряда «Северная звезда» и «Светлой памяти река», командиром которого я являюсь. Выехали мы туда почему? Потому что в августе 2021 года был обнаружен орден нашего земляка Морозова Михаила Гурьевича, орден Красной Звезды. И, как оказалось, это мой родственник. Выехали мы для того, чтобы именно прийти на то место, где он погиб, и поднять его останки. Та международная экспедиция весенняя, которая состоялась в Республике Беларусь, она продолжилась еще летом. И по итогу этой огромной работы, в которой принимали участие археологи, антропологи и поисковики из России и из Беларуси, в октябре мы выехали снова в Беларусь. И там уже со всеми воинскими православными почестями преданы были земле 190 бойцов. Без сомнения, это очень важная деятельность. И я знаю, что здесь, в Сыктывкаре и вообще в Республике Коми, вы активно ведете такие образовательные беседы, как-то информационно подкрепляете умы наших школьников. Вот почему это важно и как дети реагируют на такие ваши истории? Во-первых, скажу, что в нашем регионе действует 13 поисковых отрядов. Каждый отряд ежегодно, ежемесячно проводит эту просветительскую работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи. Это и вечера памяти, уроки мужества, различные слеты и сборы поисковиков. То есть многочисленно. Но самые такие трогательные моменты, это, конечно, когда ты тет-а-тет встречаешься с детьми, когда еще удается, а когда мы начинали, и когда зарождалось наше поисковое движение, кстати, оно в нашей республике в таком массовом масштабе зародилось в 2003 году, то есть в следующем году юбилейный год, 20 лет нашему поисковому движению, Коми-республиканскому.
И вот когда тогда мы проводили эти встречи, акции, выезжали в районы по нашей республике, в города, все, тогда еще на наши встречи приходило много ветеранов Великой Отечественной войны. И каждый раз они подходили с вопросом: доченька, найди моего брата, найди моего друга, пожалуйста, я умоляю, я очень хочу знать, где он, что случилось с ним. Мы каждый раз, встречаясь с людьми, с детьми, мы видим этот отклик, мы видим, насколько дети заинтересованы. Как можно к вам присоединиться? Вообще, можно ли это сделать? Поисковиком могут становиться дети, достигшие возраста 14 лет. Конечно, потом нужно согласие родителей и иные документы, которые запрашивает та сторона, которая нас принимает, мы собираем и оформляем, и те основные документы, которые необходимы нам. По желанию это вакцинация от клещевого энцефалита, поскольку мы работаем в условиях леса, да. Взрослые то же самое, то есть, естественно, свои непосредственные личные данные, также по желанию вакцинация. Спасибо вам большое. Надеемся, что неизвестных людей будет как можно меньше у нас в России. Спасибо за то, что вы делаете и что пришли к нам в студию. Спасибо большое. В Москве завершился 6-й медиафорум этнических и региональных СМИ, который собрал 400 участников из 60 регионов. Темой обсуждения стали новые реалии в медиапространстве. Наш телеканал занял 2-е место в номинации «Телевидение». Юрган наградили за документальные фильмы «Усть-Илема» и «Усть-Кара». Первое у федерального телеканала «Моя планета». Елена Красильникова передала привет с места событий. Добрый день, Республика Коми, добрый день, студия 11. Приветствую вас от участников медиафорума этнических и региональных СМИ. Организаторы подготовили удивительную программу, богатую, разнообразную, и деловую, и культурную. Мы побывали в знаковых местах для прессы. Это факультет журналистики МГУ, это агентство «Итартас». Сейчас мы находимся в зале «Известия Холл», где идет финал всероссийского конкурса «СМИротворец». Очень приятно, что самой многочисленной и самой активной была делегация нашей республики. 10 человек, и все победители и лидеры разных проектов гильдии межэтнической журналистики. На форуме обсуждались 3 темы: молодежные СМИ, беженцы-эмигранты, культурный код страны. Модерировала дискуссию о культурном коде Полина Романова, главный редактор журнала «Регион» и 8 лет как куратор школы межэтнической журналистики в Коми. Культурный код для меня – это как воздух, которым мы дышим. Вот мы все живем в одинаковых квартирах, там ходим в одинаковых кроссовках, джинсах, разбираемся в моделях телефонов, но мы не понимаем, что отличает нас друг от друга. Почему там коми что-то произносят, когда им там дают нечто, почему мы на празднике едим вот это. То есть, собственно, это и есть то, что нас отличает. Наш культурный код. Красивое такое слово. То есть раньше в тренде была глобализация, потом ее стали ругать, теперь в тренде глокализация. Вот это и есть культурный код, который делает нас разными. 7 представителей Коми стали участниками площадки «Молодежные СМИ». Это победители школы межэтнической журналистики разных лет. Среди них блогер Генрих Немчинов, который рассказал о своем проекте «Кто такие Коми?». Мы приходим в школу, показываем сначала костюм, рассказываем. За 45 минут это все проходит. Костюм, видеоряд. После видеоряда мы играем национальные игры. Я думаю, что этноуроки – это как раз форма та, которая действительно заинтересует молодежь. Мы уже год этот проект реализовываем, и я думаю, за ним будущее. Я хочу, чтобы этноуроками не только коми народ прославлял свою республику, но и это было нормой в каждом регионе России. Часто на форуме звучали слова о конструктивной созидательной журналистике. О том, что это такое, мы спросили у президента гильдии межэтнической журналистики Маргариты Лянге. Все, что новое, это хорошо забытое старое. Это объективность, это проверка фактов, и это то, ради чего ты работаешь в журналистике. Ты же пришел в журналистику ради того, чтобы, наверное, большинство людей, когда приходят, они приходят, чтобы сделать мир лучше. Даже если ты высвечиваешь какие-то недостатки, ты хочешь, чтобы они исчезли и стало лучше. Да? Но у нас немножечко изменился угол зрения. Очень часто мы ищем в нашей журналистике и видим, что негатив ради негатива.
И потому что это лучше продвигается, это больше востребовано, на этом можно больше получить просмотров, лайков и так далее. Но здесь и теряется роль самого журналиста. Он, получается, уже не управляет процессом, не ведет за собой свою аудиторию куда-то, через какие-то проблемы к чему-то хорошему, а он просто плывет по течению. Вот я против такой журналистики, и мы в гильдии против такой журналистики. Мы за то, чтобы все-таки идти к конструктиву. К объективности, не замалчивая проблемы, не замалчивая какие-то негативные факты, но в то же время понимая, ради чего мы все это делаем. Наш телеканал попал на этот форум не случайно. Мы одни из победителей всероссийского конкурса «Смиротворец». Номинация «Телевидение» в категории «Федеральные и региональные СМИ». Второе место – телеканал «Юрган», город Сыктывкар. Документальный фильм «Усть-Сильмема» и «Усть-Кара». А этот прекрасный усть-цилимский костюм, большое спасибо, предоставила Татьяна Дмитриевна Вокуева, руководитель московского представительства Руси Печорской. Это огромная честь для меня носить такой костюм. Спасибо, что провели это время вместе с нами. Ярких вам выходных и хорошего настроения. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.